Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за вашу подписку, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что высшие силы задумали на ваш счет, а вы этого не знаете? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моей отсыпочке. Посмотрите на песочек, подумайте о себе и загадайте на себя. А именно, задайте такой вопрос. Что высшие силы задумали на мой счет? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, самую важную и самую полезную информацию. Давайте-ка посмотрим, что тут высшие силы задумали на ваш счет. Чего же вы не знаете? Так. Очень жадные высшие силы на информацию сегодня, но тем не менее. 3 основных рисунка здесь, вы сами видите, да? Но мы начнем с маленьких деталей, так будет интереснее. Во-первых, здесь выходит у нас якорь. Якорь – это заякорение. Вы себя обязательно найдете. Либо найдете свое место в жизни, либо найдете себя в профессиональной сфере. Возможно, вы сейчас очень успешный, удачливый человек, и все у вас хорошо, но это всего лишь начало. Высшие силы видят в вас огромный потенциал. Здесь кобра выходит. Вот она, смотрите, какая красивая. В этом положении, в таком состоянии, это про мудрость, это про какие-то особые знания, особые таланты и особые возможности. То есть я, вот смотрите, я вижу перед собой человека невероятных способностей, талантов, возможностей, но человека нереализованного. Либо вы сами себе до конца еще не доверяете, либо нету такой базы, либо таких обстоятельств, где вы бы блеснули своим умом, блеснули бы своим талантом, блеснули бы своими возможностями. Вас высшие силы к этому подведут. Знаете, вам Боженька дал особый дар. У кого-то это особый склад ума, у кого-то это способности, я не знаю, там петь, рисовать, вышивать, лечить людей, понимаете, предсказывать, может быть, вы, как никто другой, умеет общаться, слышать людей, умеет давать подсказки, умеет принимать людей такими, как они есть, давать людям веру, давать людям возможность себя показать, реализовать. Может быть, вы прекрасный специалист, например, я не знаю, в косметологии можете им быть, да, либо у вас есть к этому способность, может, у вас какие-то золотые ручки, понимаете, но вы пока еще не дошли до этого момента, до этого уровня, и высшие силы вас берегут, понимаете? Вы себя еще реализуете. Поэтому якорь у вас будет заякорение в какой-то, может быть, новой сфере, в каких-то новых возможностях, в новом мире. Место, например, работы, либо жительства. То есть вам еще ваш путь жизненный, неважно сколько вам лет, он как будто бы еще где-то вот серединочка на половиночке, да, вам еще предстоит пройти. Но, мои дорогие, что вы должны для себя знать? То, что есть в вас, и то, что скрыто, то, что дремлет, то, что вы еще не пробудили, этому быть. Хотите вы этого, не хотите вы этого, вам дано, будьте добры, используйте это для людей, для себя, для того, чтобы сделать этот мир лучше и краше. Вы знаете, такое впечатление даже может быть, что вы в корне все поменяете в своей жизни. Да? Вы сейчас живете, вы можете, в принципе, найти себе применение в абсолютно любой сфере, да, в любом деле. Чего-то не знаете, чего-то недопонимаете. Вам буквально там достаточно несколько часов, чтобы вникнуть в суть, и дальше вы можете затмить любого профессионала в этой теме. Вы это про себя знаете, но себе до конца как будто бы не доверяете. И это не есть хорошо, но опять же таки, да, высшие силы говорят, что не уйдешь ты. Ты не уйдешь от своего дара, ты не уйдешь от своего предназначения. Ваше
предназначение – это быть нужным и полезным человеком, гармоничным человеком, человеком, который будет не вредить этому миру и людям, а наоборот созидать, помогать и нести гармонию. Вы еще себя найдете обязательно, мои милые. Дальше. Вам человек идет. Смотрите, какой человек красивый вышел, да? Слева идет человек либо настрадавшийся, либо человек, который, знаете, ну, ранен был, да, по жизни был ранен. У кого-то в прямом смысле был человек с ранением. Может быть, он какой-то военный, может быть, он какой-то вот силовик, да, что вот где-то человек отличился. У этого человека есть награда. Вот как хотите, либо это медаль какая-нибудь, либо какой-то вот прям знак отличия у него есть. Человек, ну, может быть, в отставке, да, какой-нибудь там бывший военный, либо правоохранительные органы, да, может быть, там, не знаю, там какие-то, может быть, военный врач даже, может быть, да, но человек, во-первых, высокий, красивый, человек глубоко порядочный, человек терпеливый и человек, который, вы знаете, вы беспокойная, а он очень терпеливый, и вы будете друг друга очень хорошо компенсировать. Человек может стать вам как и любимым, да, например, если вы в поисках, если вы ждете любви, так и хорошим другом, другом вашей семьи, например. Вы будете этому человеку бесконечно доверять. Знаете, это именно та ситуация, когда люди родные друг другу, да, душами родные вы друг другу. И вы вот встретитесь и так друг другу обрадуетесь. И такие хорошие между вами отношения будут. Еще раз говорю, у кого-то это про любовь, а у кого-то именно про дружбу. Вот что вам в сегодняшнем дне нужно, необходимо, то у вас и будет. А у кого-то, ну прям, знаете, как в мексиканском сериале, да, то есть женщина разведется и выйдет замуж снова, да, то есть если ваши отношения в сегодняшнем дне вас не устраивают, ну, все же для себя знают, да, все для себя все знают, то вот прямо идет вам такой прекрасный кавалер, прекрасный друг, товарищ, который вас делает абсолютно счастливым. Именно этот человек даст вам все то, в чем вы очень сильно нуждаетесь. Дальше смотрим. У вас здесь яичко вышло, смотрите какое, да? Но оно перевернутое. Перевернутое яичко это ваши денежки, это ваше богатство, это ваше состояние. Вам быть богатым человеком, состоятельным человеком, но немножечко попозже. Знаете, вам еще предстоит немножечко доказать, может быть, высшим силам, да, что вы умеете считать денежку, что вы умеете правильно ею распоряжаться, и что денежка вам нужна не просто так, да, там погулять, потусить, а именно для каких-то важных ваших целей, опять же таки, для своего собственного комфорта. У меня такое впечатление, что вы денежки либо тратите не на себя, да, но на других, кого вы любите, либо, ну, вы их, извините, считать не умеете, да, то есть как бы не задумываетесь о завтрашнем дне. Они вам с трудом достаются, но вы как-то вот прям легко с ними расстаетесь. Есть такое понятие, да, что деньги там не нужно за них держаться, это все там пустое, вода и прочее, прочее. Это абсолютно неправильное состояние. Деньги нужно любить. Вы можете меня тут в комментариях сейчас закидать гнилыми помидорами, но тем не менее я говорю то, что это из моей практики и из практики моих клиентов. Нужно любить, нужно относиться с уважением. Вы понимаете, деньги нужны всем. И почаще нужно их пересчитывать, либо заглядывать в свой кошелек и просто их благодарить за то, что они посетили ваш кошелек, что они у вас есть. И очень хорошо будет, если вы действительно начнете их считать, начнете себе планировать на будущее, что-то, может быть, откладывать, собирать. Поверьте, вреда никакого не будет, а польза будет просто, ну, уйма, да, уйма пользы будет. Вот это яичко, оно перевернется, оно принесет вам денежку очень хорошую. У кого-то это будет ситуация через полгода, да, потому что у нас тут полумесяц вышел, но у кого-то где-то через 1,5 года. То есть будут денежки к вам поступать и будут поступать намного больше, чем вы, например, нуждаетесь, да, либо чем вы тратите. То есть ваши расходы наконец-таки станут намного меньше, чем ваши доходы. И это будет замечательно. У кого-то, кстати, могут дети помогать деньгами. У вас не только ваши деньги, вам как будто бы вы генератор, да, вы собираете коллектор, да, вы собираете эти деньги, то есть вам несут.
вам несут, например, благодарные клиенты, либо вам несут там ваши дети, вам помогают, любимый мужчина помогает, да? Ну не помогает, там дает вам эти деньги. То есть вы еще и как кассиром еще станете, понимаете, вот так вот. Кто сейчас с деньгами вообще на вы, в будущем это будет просто прекрасная у вас дружба с деньгами, вы будете прекрасно понимать, что делать, как ими распорядиться так, чтобы и не все потратить, да, и при этом приумножить. Так, а кто-то, кстати, может и займется, вот работа будет с деньгами связана. Может, вы действительно станете, сейчас там модно, да, заниматься всякими там криптовалютами и прочим. Почему нет? Тоже может быть. Вам все равно быть при деньгах, понимаете? И причем по яйцу это деньги немалые. Это не просто зарплата. И это не просто средства к существованию. У вас их будет много. То есть вы их будете еще собирать. Да, вот как-то вот будете очень грамотно ими распоряжаться. Так, еще у нас здесь дом. Вышел дом, либо приобретение дома, либо получение, может быть, наследства, либо вы что-то вот сами, может быть, построите, да, может быть, дачу построите, кто-то сам для себя дом построит. То есть я вижу, что вам быть в доме, при доме, причем дом очень такой, знаете, во-первых, большие окна будут, и он такой просторный, большой дом, как вы хотели, как вы мечтали. Кто-то реализует свою мечту, у кого-то это будет переезд, причем переезд, знаете, какой? В другую страну, к другим людям, к другим, может быть, берегам вы поплывете, да, то есть здесь именно полная перемена идет. Ну, либо, смотрите, как вы живете, может быть, где-нибудь там на крайнем севере, да, и переедете вы, например, ну, в Крым, да, в Сочи переедете, там, где тепло, там, где жарко, там, где совершенно другой климат. Вы будете менять худшее на лучшее, однозначно. То есть это именно лучшее для вас и по климату, и по вашему восприятию. Знаете, вот как будто бы кто-то мечтает о там прекрасном доме, и о прекрасном месте. Вот у вас в голове, может быть, какие-то мысли есть. Вот кто мечтает, знаете, что исполнится. Вам быть хозяйкой дома, либо хозяином дома своего собственного. Не чего-то, да, не в качестве гостя, либо там не в примах, да, а именно свое собственное. Вот это у вас будет, это к вам идет. Высшие силы вам такой прекрасный дом готовят. Там будет счастье, там будет радость, там будет веселье. Все будет хорошо, мои дорогие. Дальше. Путешествия тут будут. Тут несколько, вот смотрите, корабликов вышли, да, с парусами. У вас еще и в правой стороне будут два каких-то невероятных путешествия в вашей жизни. Поездки, путешествия, какие-то, может быть, новые страны, новые горизонты. Может быть, вы мечтаете о каком-то путешествии, вы обязательно туда отправитесь. Мало того, что вы туда отправитесь, вы еще там себя найдете, либо найдете какие-то подсказки от Вселенной, от высших сил, от хороших людей. В любом случае, очень продуктивные вам два путешествия, причем такие вот они, знаете, прям как, я бы сказала, грандиозные. Одно будет подольше, другое покороче, но тем не менее, очень необычные какие-то поездки, путешествия, в которых вы очень многого добьетесь, либо постигнете, либо научитесь, либо поймете для себя. Еще, мои дорогие, у кого сейчас есть сложности в отношениях, в общении, ну, в принципе, да, вот, ну, все мы люди, и в семье могут быть споры, ссоры, выяснения, и в коллективе, где вы работаете, находитесь, там и по соседству могут быть неприятности. То есть такое впечатление, что кто-то вот ну, не оправдал либо ваши надежды, либо человек вас мог подставить банально, либо вот как-то поступить с вами не очень хорошо, либо поступает в сегодняшний день. Кто-то вообще живет с абьюзером, например, да, и это может быть не только там муж, да, но и могут быть, извините, иногда так бывает, и родители могут быть абьюзерами. Тем не менее, я вижу, что у вас эта ситуация разрешится. Разрешите ее вы сами путем какого-то вот прям разговора. Вы как будто бы устанете терпеть, вы устанете ждать, вы устанете быть подавалкой, там, приносилкой и человеком, который всегда на второй роли, да, в покоренном каком-то состоянии. Здесь будет протест будет праведный. Вы знаете, человека ошарашите. Вы знаете, своим каким-то вот решением вы поставите точку в этой какой-то долгой, какой-то непонятной, холодной, горячей, неважно какой, но войне. Понимаете, вы поставите. Потому что, ну, как ни странно, да, здесь именно это ваш урок проходите. Вы, да, свой узел вы какой-то кармический развяжете, и это будет замечательно. Вы знаете, почувствуйте
себя свободным человеком. Еще будете думать, почему так долго терпела, почему так долго уходила от этой ситуации. Да? Все ведь так просто у меня получилось. Ну и, наконец, да, самое вот венец наш. Здесь два человека, которые разделили общую дорогу жизни, которые друг друга любят. Смотрите, как друг другу в глаза смотрят люди. Под общим кровом у них все хорошо, и еще и ангел расставил крылья. Знаете, быть вам в паре, вам не быть одиноким человеком. Сколько бы лет вам не было, кто бы вы ни были, мужчина, женщина, молодой, пожилой, неважно. Вам быть в паре с человеком, который, вот смотрите, к вам дорогу делает и к вам дорогу предлагает жизни. Предлагает разделить этот жизненный путь, чтобы вы были вместе, чтобы никто и ничто не омрачал ни ваше существование, ни вашу любовь, ни вашу дружбу, ни вашу привязанность душевную. Здесь два счастливых человека под общим кровом. И здесь счастливая семья, мои дорогие. У кого-то, вот смотрите, прям лялечка даже здесь маленькая нарисовалась, девочка нарисовалась. Может быть, у вас и больше деток будет, но вот девочка, да, будет какая-то вот именно, ну, я не знаю, так, наверное, неправильно говорить, самая любимая, но вот, ну, прям с вами будет, понимаете, ребеночек. И ваш, вот прям никогда вас не оставит, да, то есть доченька ваша, может быть, смотрит меня сейчас женщина, да, которая боится за свое будущее и переживает, вот я останусь одна. Нет, не останетесь. Во-первых, у вас мужчина обязательно будет, а во-вторых, ваша дочь, либо вот женщина какая-то вот в вашей жизни, может быть, там, может быть, сестра, может быть, просто появится добрая женщина, которая будет вам как дочь, понимаете, будет за вами ухаживать и будет, вот смотрите, прямо у вас под бочком сидеть, да, то есть будет вам помогать. Так что не бойтесь, не быть вам одиноким человеком, быть вам человеком счастливым, человеком в окружении, те, кто о вас заботится, и те, кто вас любит. На этом у меня все, мои дорогие. Всем пока-пока.